Самая главная хромосома гэтага кода. Гітлерізм, Мусаліні. Мать твоя совсем другая. Як Бог ствараў людзей, так Ленін стварыў беларусаў. Все гербы будут с танками. Зазернем, укарані, вытягнем. На горе всем буржуй мировой пожар раздуем. Мы уничтожим все чуждые нам классы. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук, наш сённяшні адмысловы госць, мастак-геральдыст, даследчык, шматгадовы сябра геральдычнага савета пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, аўтар кніг па геральдыцы, сімволіцы і гэтак далей. Віктор Ляхар. Добрый день, спадар Віктор. Усе ваши рэгаліі пералічыў ці там... Добра, досыць. Досыць, да? Ведаеце, спадар Віктор, вот вы так паклалі, прынеслі свае кнігі. Я хочу адначасова пахваліцца, а адначасова как бы скарыстаць як нагоду. Вось мы таксама выдалі з Максімам такую кніжку, дзякуючы кампаніі «Годна» і «Сымбальбай», дзе сабралі пераважную большасць размоў з нашымі гасцямі цягам 2 гадоў нашай працы. Тут 85 інтэрв'ю, 85 нацыянальных ідэй, сфармуляваных людзьмі, але ніводнага не было да гэтага часу сярод іх геральдыста. Давайте восполним это. Да, і я да чаго, што можа быць, мы-то не там, дзе трэба, шукалі. Можа быць, нацыянальная ідэя, паколькі вы сімволіку, геральдыку са старажытных часоў, там, з якога-небудзь полацкага княства, ці, можа, яшчэ глыбей вывучалі, можа, там, у гэтай геральдыцы ды сімволікі зашыфраваная нацыянальная ідэя, і вы зараз адну са сваіх кніг так раскрыеце, скажеце, пакажаце так: «О, во!» К сожалению, такого рецепта нашего процветания в символике не будет. Она сможет лишь проиллюстрировать эту самую идею. Наверное, если собрать все, что вы только что нам продемонстрировали, все эти замечательные идеи, то можно найти символ, который их общенационально проиллюстрирует. А искать там такой символ, который раскроет нашу душу, который идентифицирует белорусов, конечно, не только можно, но и нужно. Тысячелетняя история, культурно-графический код, наш паспорт. И в 2 словах получается странная картина. Если каждое утро мы причесываем, что у нас там на голове, смотрим себя в зеркало, берем с собой паспорт, где написано наше имя, фамилия, да, прописка, возраст, например, год рождения, и знаем, что по документам, кто отец и мать, по метрикам нашим различным, то тут вмешивается кто-то непонятный, и нам шепотом заговорщиком говорит: уважаемый, тебя зовут не так, мать твоя совсем другая, и тебе не 50 лет, а 15. Ты входишь в ступор, говоришь: а зачем, а как это? Для чего это? Так надо, вы же понимаете. Вот это отказ от культурно-графического нашего кода, вот такая глупая, дурацкая ситуация, итогом которой ложь и песок вместо правды, твердого фундамента будущего нашего процветания, будущей нашей идеи. Вы сказали про тое, што там у гэтых вось знаках і сімвалах зашифраваны, ну вот, код наш беларускі. Да. А вы можете показать вот гэты? А ёсць один символ, где там самая главная хромосома гэтага кода? Один такой сложно сказать, потому что вся же символика обслуживает большие потребности человека. Качество, вышивка одни, резчики другие, кузнецы третьи, шляхетская символика, их право и место в роду и гербы четвертое, государственное, царское, монархическое пятое, аристократическое одно, народное другое. Но в целом все эти символы как раз и сформировали нашу белорусскую адметность, нашу толерантность, нашу гостеприимность и наше неприятие гвалту. Поэтому, как ни странно, вот наш такой белорусский характер померковный, многие символы
и иллюстрируют. Условно говоря, знаменитая часть белорусского орнамента, некий там крыш, там крест, розетка, вот это показывает нашу душу. Таким. Герб погоня может показывать наше неприятие нашествия, наше неприятие гвалту и упартость в обороне и выпровождение за межи своей мирной республики непрошенных гостей и так далее. Как раз семантика нашей символики можно, но вызначить вот такой один, вот Беларусь, вот она хромосома белорусская, наверное, сложно. Хотя если говорить о государственной символике, да, это герб огоня. Если говорить о религиозной символике, которая уже инкорпорирована в светскую, это шестиконечный крест. Если говорить о народной, это зничка, наш знаменитый вырубной крест, рисую его пальчиками, который основная часть нашего белорусского орнамента. И по семантике главная часть. Вот когда тут начались все эти события и появились гербы, ну, как бы гербы района, я вот... Мне не... Стяги района. Стяги. Ну, стяги района. Ну, там как бы внутри было что-то все время нарисовано, там птичка какая-то, малиновка у вас там. Вот. Мне показалось это довольно странно, потому что в Беларусь вот с гербами здесь все, в общем, с гербами, с флагами, здесь все довольно такой большой, толстый, жирный культурный слой, да. И люди вместо того, чтобы обратиться к геральдисту и узнать, ну, допустим, Малиновка, да, а кому Малиновка принадлежала? Вот какой герб у этой территории, какие гербы были на этой территории вот за последние, там, условно говоря, 500-600 лет, и взять один из этих гербов и, ну, как бы, и присвоить себе, ну, вернуть его в жизнь, и вот с ним вот куда-то там выходить. Да, там. Вместо этого люди ухватили червоно-белый стяг, и у кого как начали вот лепить туда вот на эти самые, ну, у кого на что таланта хватило. С одной стороны, это хорошо, это мило, это замечательно, но во всем этом можно увидеть такой довольно такой глубоко въевшийся такой нигилизм и нежелание вообще узнавать, кто вы, что вы, там, откуда вы. То есть, вот... Я могу это пояснить. Да? Смотрите, вы назвали, как должно быть, как правильно. Геральдическое обеспечение, так называемые. Местные краезнавцы говорят людям, революционерам или там протестующим. Наоборот. Вот, Да? вот, это у вас опять белорусский. Да. Краезнавец говорит революционерам. Нет, народ. Народ сам. Вот да, мы да. живем здесь. И мы хотим знать. Мы не знаем герба. Так, здесь же должен быть какой-то герб. Мы же знаем историю Беларуси. Здесь было Великое княжество Литовское. Это Великое княжество Литовское, значит, у каждого дуба есть свой герб какой-то. Ну, кругом эти гербы. Там. Где Магдебургское право, там, где шляхта, там, где еще что-то такое было. Ну, кругом гербы. Надо найти специалиста. Давай поищем специалиста, найдем его, спросим. Вот заплатим ему, может, денег каких-нибудь. Пусть он нам этот герб создаст. Вот. Насколько я понимаю, здесь таких движений не было. Да. В профессиональной геральдике такие движения есть. Я занимаюсь территориальной геральдикой, именно так это и происходит. Но в протестном нашем вот этом процессе, конечно, такое и некогда, и, как вы говорите, и, наверное, и незачем, и неоткуда взять вот этой вот потребности. Сразу делать профессионально. Правильно, они от этого милее и дороже этим людям не станут. Но, как и революционные стяги, вся власть советом мелом написали, закрасили флаг царского полка с пароли орла и написали революционный уже там Семеновский полк и так далее. Это все делается штучно, быстро, на волне каких-то событий. Уже потом садятся люди, так, давайте уже делать более-менее профессионально. Наверное. Вот, я не соглашусь. Если... Ну, то есть, нават думкі, я так разумею, не ўзнікла про тое, что давайте вот зробім сцяг, ну, грубо кажучи, там каменной горки. На месцы каменной горки, там 100 гадоў таму яшчэ, ну, пэўна ж стаяла нейкая вёска, сядзіба, дзе там жыў некалі там шляхціц, у якога быў свой герб. Давай-ка мы, вот, каменная горка, вот, зазірнем у каранію, там, вот, каб выцягнем, как было с неким таким вот... Я вас понял. Смотрите, у нас... Да. Просто, ну, я когда вот включаю телевизор, там показывают какое-нибудь шествие, ну, не знаю, в Барселоне. Барселона. Да, то вот в Барселоне ты идешь, у тебя там такое море флагов, да. Вот, которые друг на друга совсем не похожи. Там идет 20 человек, и у них там такой-то флаг. Глубокая геральдическая традиция вексилологическая, которая не прерывалась умными людьми с Маузером, умными, вот. И которые говорили, что это все буржуазная чушь. Вот. Не прерывалась. Я просто, когда представляю себе, вот, если бы белорусы в самом деле вот, как бы следили за своей историей, ну, как бы, ну, осознавали свою историю,
корни свои помнили, то вот эти моря, океаны этих, вот, как бы, белорусского гражданского общества, где 200 тысяч стоит, да, там должно быть 10 тысяч флагов. Да. Флагов, гербов, я не знаю, там как бы вот всех вот каких-то знаков, которые обозначают, что вот это вот супольность, общество, оно на этой земле, живет, это их земля, и они, это их герб. Вот. А здесь как бы такой вот бело-красно-белое, и с одной стороны здорово, что оно появилось, круто, но это же бело-красно-белое намекает тебе, что у людей довольно слабые связи вот с корнями, с почвой, что они как будто бы вот не местные. С одной стороны, видимо, это имеет место, во-первых, а с другой стороны, люди ориентировались на броский идентификатор, архитектонику. Трубы ТЭЦ для Сухарева милее, чем древняя деревенька Сухарева, поверьте, пока так. Вот если бы профессионально стали флаги районов, давай, даешь через год, чтобы были утверждены все флаги, поверьте, однозначно бы вспомнили, что деревня Сухой Ров, и там Могильник, и Курган, и прочее, прочее, и, скорее всего, ТЭЦ уступила бы место, и не было бы никакого ТЭЦ в профессионально выполненном гербе. Просто вот... Но вот сейчас молодежь, да мы тут собираемся, да мы на фоне всегда стоим здесь и пиво пьем, так что я должен искать деревеньку свою? А вот это интересный ход, потому что вот многократно мною уже тут помянутый Ришард Радзик, это такой крупный специалист по белорусам из Люблина, из университета имени Марии Скодловской-Кюри. Он говорит о том, что белорусы – это единственный пример общества вот в истории, в Европе, который сложился не на этнической, исторической и языковой основе, как литовцы, как латыши, как эстонцы, как финны, а на классовой основе. Для человека важнее, что он рабочий. Для человека важнее, как он зарабатывает себе на хлеб. Для человека идентичностью его является его профессия. То есть, когда ты подходишь к человеку в Вильнюсе и спрашиваешь, ты кто, он тебе говорит, я жемой, литовец, говорю по-литовски, у меня такая история. Ты когда белоруса спрашиваешь, ты кто, он тебе говорит, слесарь 6-го разряда. Такого-то завода. На цеху ТЭЦ. Такой я. И все. А ты ему начинаешь говорить, а может, ты белорус? И вот этническое? Нет. А вот это вот все гитлеризм, Муссолини и фашизм, и это я все отрицаю. То есть, вот этот бело-красно-белый флаг, это еще как раз такое видимое отражение того, на каком фундаменте стоит это общество. Оно стоит не на этнический, исторический, лингвистический, не на корнях, не на почве. Оно стоит на профессии. Если как наследие взять, советское наследие трудового народа, нашего пролетариата, возможно, это имеет место, вот это уже наша ментальность такая трансформирована. Человек труда, серп и молот, это важнее, чем какой там узор, какой орнамент. Вообще, ты что, у нас вообще долгое время была вся связь с орнаментом белорусским, это что ты из деревни, что ли, приехал, из глубокой глубинки, говоришь на каком-то языке непонятном, и у тебя какая-то вышиванка, пойди в магазин, купи нормальный, говори на нормальном языке. И это есть. Поэтому сложно вот так взять и вот так штучно, как вы говорите, нацию, сформированную на корнях, идеально, и любящую свои корни, и знающую, где возьмешь после такого 70-летнего эксперимента, что мы единая общность, советский народ. А вот калі ўсё ж таки что ёсць, то ёсць. Вот такое грамадство, такая нацыя, не нацыя. Тут вот, дарэчы, да вас пытанне ўсё ж таки, бачыце, вакол нацыю ці это некая супольнасць, якая там толькі нараджаецца. Для яе, якая плануе ўсё ж таки зараз зрабіць нейкія змены, будаваць новую Беларусь. Для яе важна, ім трэба гэтыя веданні старажытных сімвалаў, геральдыкі. На што ім яны ў новай Беларусі, якая імкнецца ў касмічную светлую будучыню? Вопросы самоидентификации вообще, как правило, и не волнуют 100% населения. Нас уже социологи напугали, и привыкли мы к этой фразе. 80% населения, я не хочу никого обидеть, в основном рефлексует по простейшим потребностям человека, а 20% мучается, кто я, откуда, куда иду, и тянут эту оставшуюся часть. Ребята, это надо, поверьте, и так далее. Поэтому, если так ответить, всем ли надо, и этим заводчанам, как слесарю 3-го разряда, под каким флагом 6-го, какую хорошую зарплату и пенсию получать, да, скажем честно, может быть и нет. С другой стороны, если у нее есть уже рефлексы, а что от этой власти? Вот это было принять так, а при этой и так далее. Может, он таким образом размышляет. А часть людей все равно хочет вернуться к своим историческим корням. Часть людей, если знает, что у них есть история, им неприемлемо. И, как правильно вы говорите, едешь по маленькому городку, флаг висит. Чей это флаг? Где герб этого? Кто это местечко основал?
Центральный проспект, я надеюсь, назван именем Радзивилла, например, если он его основал. Нет, Клары Цеткин. Вопросов не имею. Я вам скажу, что даже вот эта наша геральдизация местечек закончилась. Закончилась указом сверху, что хватит вот эти сепаратистские всякие нюансы. Едешь, висит какой-то желто-красный флаг с каким-то... Мы, знаете ли, что здесь централизованное государство, поэтому флаг должен висеть красно-зеленый. Так никто же не против. По положению висит красно-зеленым, а рядом на флажстоке флаг района или флаг этого местечка. Ну, не надо. И постепенно была свернута вся наша территориальная геральдика. Можно поподробнее по геральдизации, что это такое было? Геральдизация, ну, я так скажу, что потребность идентификации административно-территориальных единиц есть всегда. У нас у Польши, в России, в Беларуси. Была она и в советском периоде, шатка-валка, такие были псевдогеральдические изображения. Получили независимость, давайте геральдизируем, ну, такой термин отвратительный, наверное, пускай обретут гербы и флаги административно-территориальные единицы, и все соответствующие исполкомы, соответствующие структуры будут пользоваться и гербом республики, и своей административно-территориальной единицей. Взялись, все исторические гербы попытались восстановить, все не восстановили. Это какие годы? Ну, в 90-е началась эта работа, да? Угу. В начале 2000-х она очень активно пошла, целыми областями стали восстанавливать. А как искали новый флаг? Ну, как находили герб, флаг? Как находили? Вот это, тут как раз и этот процесс таким образом движется, что председатель исполкома инициирует эту работу. Если у него есть некие исторические наработки местных краезнавцев, есть исключительные личности у нас, отлично. А так геральдисты Геральдического совета через архивные материалы искали некие подтверждения, если герб исторический. Если нет, из такого герба нет, герб начинался создаваться заново. И тогда учитывались все вот эти аспекты, каким образом. И поверьте, это была борьба. И если бы Геральдический совет тогда не боролся с соответствующими тенденциями, у нас на каждом гербе был бы Т-34. Давайте, от ви не адказалі на маё ўсё ж таки пытанне, от тым новаму беларускаму грамадству, якое будуе сваю новую Беларусь, ім гэтыя веды ўсё ж таки калі патрэбныя, то для чаго? Но новому потребны, однозначно нужны, чтобы формировать свою жизнь на прочном фундаменте. Любому человеку, каждый из нас должен иметь смелость и честность озернуться назад, да, посмотреть, какие я поступки совершал, что-то принять, что-то осудить, за что-то покаяться и так далее, и так далее. Тогда только получится некий такой вот, ну, чистосердечный, что ли, основа вот этих всех деяний. Если мы отринули 100 тысяч лет назад пришли на Беларусь люди, 1000 лет имеют белорусы. Нет, нам все равно не надо вот этого. Давайте мы будем символику коммунальной квартиры. Я ничего не хочу, никого оскорблять и так далее. Но вы все должны себе представить. У нас символика Украина, Россия, Беларусь, Польша, суверенной страны. Так? Так. Мы получаем, наконец, после развала Российской империи, мы попытались государственность БНР, БССР. После развала Советской империи мы получили государственность, поставили государственный равноправный герб. Прошло немного времени, мы задумались и вернулись к символике, но хоть ты плачь, соподчиненной. Это символика не суверенных стран, это символика республик советских, напоминаю, жестко централизованного государства. То есть некое общежитие с эмблемой Советский Союз, и мы сказали, вот здание Украины, здание Америки, здание Германии. Уважаемые, а можно мы символику, табличка на 15-й комнате была, можно мы к ней вернемся? Можно. А значит ли это, что... А сейчас добавлю, потому что это хороший нюанс. Сейчас символика такая у нас и у Приднестровья, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики при всем уважении к ее народу. А можно сказать, что вот этот флаг, который был принят вот в 95-м, да? 95-м году? 96-м году, это флаг не советской страны, а это просто флаг. Ну, типа, вот принято, чтобы вот у всех были флаги, ну и у нас пусть будет флаг. Но вообще, вот то, что произошло в 96-м году, вот это муниципальное образование, как будто территория, она могла бы, вот с точки зрения вот администрации, которая здесь управлялась, да и народа, который ее администрацию поддерживал, можно было обойтись вообще без флага и без герба.
Можно. Просто про такая промышленная зона, на которой производится вот молоко. Там. С населением, которое на страхе с 90-х годов и пустых полок пожелало скорее вернуться в теплое, тучное советское прошлое и сразу согласилась с советской системой, потому что иллюстрировала свои вот эти мечты. Хватит, нам есть нечего, дайте нам советское. Вот вам флаг почти советский, вот вам герб советский, довольны. Мы счастливы. Слушайте, мне понравился этот ваш момент, когда вы сказали, что на некоторые администрации, некоторые исполкомы хотели, чтобы у них на флагах, на гербах, которых до этого не было, был танк или что-то такое советское. А можете поподробнее какой-нибудь случай? Ну, поподробнее, когда обсуждается геральдистами коллегиально сюжет герба. Геральдистами здесь, в Минске. Да, геральдистом Геральдического совета с участием стороны заказчика, назовем так, учредителя будущего. С исполкома приехал идеолог и обсуждает. Идеолог приехал? Ну, как правило, идеологи, это вообще, штатная должность. епархия, гербы – это идеология. В Брестской области архитектура, по-моему, управление занимается, а так это все дело идеологии. Приезжает человек, он профессиональный идеолог. Да, безусловно. Вообще, если Управление вам- идеологии, да. Колькі гадоў ты уже ў Беларусі і ты не ведаеш, што ў кожным прадпрыемстве, а не тое, што исполкоме и райсовете есть специальная должность идеолог. Ну, чтобы всем было Да. понятно. И вот он Приезжает ведает этими идеолог. вопросами, он приезжает и к чести слушает профессионалов, потому что ему дается историческое, геральдическое обоснование, он так читает. Ну и потом, конечно же, ну вот вы знаете, у нас очень сильный партизанский край, а у нас Багратион, это основные опорные пункты были освобождены тогда-то, разбита такая-то группа немцев, такая-то. И мы так все понимаем, ребята, Беларусь – это сплошная Великая Отечественная война, все гербы будут с танками. И, условно говоря, вы ему предлагаете герб, условно говоря, там, со времен Великого княжества. Ну, с учетом хотя бы основателей, с основателями. Давайте, ребята, так, чтобы поклонимся человеку, который это местечко основал, этот населенный пункт. Давайте возьмем в почетное поле его герб там какой-нибудь. Там, Вы ему предлагаете- лист там, если у Сапеги там или Ну, какой-нибудь. то есть, Продавила условно говоря, трубы, да. то есть Да. приехал с какого-то района идеолог. Да. Значит, И он, как правило, соглашался. Вы, да, вы, да. вы ему герб Сапеги. Да. Он говорит, нам герб Сапеги не нужен, мы партизаны. Да, Или как? да, бывали такие разговоры, и они все, как у нас такое слово не культурное, продавливались. Все равно Геральдический совет стоял насмерть, что давайте так, нам 1000 лет, этому поселку 500 лет, мы с уважением, давайте для памятников, для обелисков оставим место, для панно и музеев оставим место героям и подвигам нашей последней войны. А давайте герб, чтобы он все-таки историческую перспективу, хронологическую. А вот во время спора, какие аргументы, вот может там три аргумента назвать, вот людей, которые приезжали с районов и не хотели герб там вот исторический, там, условно говоря, там, от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой идущей, а вот что они говорили? Те аргументы как раз и есть. И послушайте, я еще вчера и позавчера слышал, и еще буду долго слышать. Белорусов-то придумал Ленин в 18 году. Что вы нам постоянно эту польскую шляхту суете? Это звучало. Так, безусловно, что вы нам этого сепаратиста Костюшка подсовываете? Все, Ильич, коммунисты, большевики, партизаны, все. Что еще искать? Какие вещи? И вот этот герб, который сейчас в Минской области, где в почетном поле Минск, и желто-блакитные полосы вот эти, которые исторический губернский герб там, и так далее, но с изменением, там с ним борьба была капитальная. Все, давайте, здесь курган, давайте памятник, давайте 2 танка Т-34, колосья, все как положено. То есть они сопротивлялись историческим гербам, такие как коммунисты сопротивляются, условно говоря, там, феодалам. Да, конечно. Это все наносное, чужое. Белорусы родились, стали в строй Красной Армии и сражались, защищали Брестскую крепость и дошли до Берлина. Точка. То есть вот в 19 году где-то вот указом Ленина была створенная белорусская нация. Ну вот амаль як Бог ствараў людей, так Ленин стварыў белорусов. Извините, последний уточняющий вопрос. А было такое, что приезжает к вам идеолог с какого-нибудь района, вы ему предлагаете герб Сапеги, он говорит, очень хорошо, вот Да. это мы и есть. Да, и я вам скажу больше, что в целом народ
как-то чуть не сказал слово население отвратительно, народ, Граждане. жители, граждане очень хорошо относятся. И даже те, как вы говорите, и не слесаря, а трактористы, которые только имеют дело с вывозом на пашню соответствующего продукта, и никто против из них не был. Это я говорю, какие-то странные люди, неизвестно кем уполномоченные, приходили и таким заговорческим голосом нам что-то диктовать. А вот можете пропорции сказать? Вот какое количество идеологов из районных исполкомов, Мало. райисполкомов приезжали и говорили, что мы Мало, верные честно, ленинцы, да. и кто говорил, что типа да. А я вам скажу, соперник. здесь вступает наш административный ресурс. Не-не-не. Я Вот приехал я в про Минск, пропо- я про- шапочку снял и поменьше разговариваю, я киваю головой. Не, я к тому, что я про пропорции. Про Вот пропорции. Один к небольшие. двум, один да, к ну трем. что вы, хоть бы 1 к 30, наверное. То Мало есть ли, на мало. 30 да. спокойных белорусов, Да. один советский. Да. Ну, Да, в целом неплохо, я скажу. Но было такое, и приходилось, пока не сменился председатель исполкома Минской области, мы не могли продвинуть герб. Пока не сменился Витебского председатель, мы не могли продвинуть герб Витебской области в погоне. А пришел новый губернатор, вот опять сказал губернатор, и он сразу, буквально за месяц, герб с сюжетом погони Витебской области. а вот Зависит от него, от человека на месте. а вообще как, с вашей точки зрения, должны называться административные единицы здесь, в Беларуси? Вот глава Витебского, вот он как его должен назвать? Председатель исполкома. У нас бьются между собой польщизна такая воеводство, гмины, российская губернская колониальная для сведомых белорусов и местная предисполком, опять же, большевистско-советская. Тоже Вот неприемлемы почти все три, с какими-то надо мириться, но это не моя тема. Ну, с вашей точки зрения, как было бы хорошо, вот, допустим, Беларусь, вот, чтобы она поделилась на воеводство, как Польша? Наверное, воеводство, мы Воеводство. уже нет, я как раз хотел сказать, воеводство не воспримем, а это будет что-то воевода, древнерусское или польское слово, маршалок польское такое, вряд ли. А, вот, как это назвать? Вот у нас тут был дизайнер Цеслер, он сказал, что типа хорошо было бы назвать это просто земля. Прекрасное Ну, слово. вот, Вот хорошее как раз. Полесская земля, такая-то. И я вам больше скажу, во-первых, историческая какая-то есть вещь, а геральдическая точно. Есть так называемые земельные цвета. Земельные цвета – это те самые геральдические цвета, закрепленные за регионом. И, кстати, когда проектируется герб или флаг области, так сразу смотрят, земельные цвета есть, то есть уже сформировавшиеся брещина белый с синим там, и так далее. Какие-то воеводские мундиры уже были этих цветов, хоругви народного ополчения были каких-то цветов. Уже земельные цвета игнорировать нельзя. Давайте вот вернемся яшчэ да старадаўняй сімволікі. Вы калі казалі, што вот дзяржаўны герб пагоня, там сімвалы ты такія і гэтакія, але вы нічога не сказалі пра бел-чырвона-белы сцяг, які мы ўжо не адзін раз тут узгадывалі. Наколькі ўсё ж такі вот гэтая сімволіка, яна сапраўды беларуская, сапраўды старадаўняя, не старадаўняя, і наколькі яна коду белорусскому отповедает. Вот если бы я дотянулся до книжки и не сломал Который ничего. Вот до этой большой, толстой моего Талмуда прорекламирую работу такой. Своеобразный конструктор, толстенный, прорисовано все белорусское с усердием, что мне показалось интересным. Все наши символы, какие угодно, и такие приемлемые, и неприемлемые, и которые хорошо бы использовать, и которые мы еще не готовы. Именно такая вот исследовательско-конструкторская работа. И вот здесь впереди в разделе графемы, что такое графемы? Простейшие полосочки, рисочки и так далее. Я специально нарисовал деление флага бело-красно-белого. Вот это фактически исторические деления флагов на нашей территории. А вот там, где волны, это... Волны и волнисты, да, пехотные полки Речи Посполитой, Великого княжества Литовского иногда. Это все европейская традиция. Ребята, мы ничего штучно не створяли, не придумывали. И после нас мы за узор брали саксонский мундир, да, лучший в Европе. Царь Петр взял саксонский мундир, надо же, лучший в Европе. И прочее, прочее. Мы всегда инкорпорировали в себя все самое лучшее. И оружие, и символику, и геральдику, и мундиры. Ничего здесь такого нет. Надо и сейчас брать самое лучшее. И вот этот, является ли он историческим? Конечно, является. Да у нас вообще это в другой стране герб, флаг черно-желтый, а ходили они, ну, скажем, в зеленых юбках. Да, тут как-то не очень. А у нас даже с этим белорусов называли белой стеной. Приехали на ярмарку все в белом. Только там шапки какие-то отличаются, а некоторые с вышивкой красной. Ну почему мы должны... Нет, не будем мы это брать. Ну рушники белые. Ну кашули святочные белые. Ну почему мы не можем вот эту чистая душа, плачут белорусы, если несправедливо? Почему нельзя? Нет, мы хотим быть другого цвета.
Про Белую стену это откуда? Белая стена так называли, не помню, кто сказал, краезнауцы, когда, или кто-то, вот, не могу вам сказать, ну, что прям белая стена стоит. Ну, когда ярмарки ладили различные, там же встречались, есть хорошие фотографии начала века, абсолютно в белом все. И я когда... То есть Беларусь как Рио-де-Жанейро. Ну, может быть, и когда бы шел разговор о создании, есть такая особая форма, почетная парад. Вы знаете, в Польше выставляется в исторических костюмах президентский полк в России и так далее. Особо почетная, особо парадная форма, которая имеет исторические корни. Ну, а на чем она... Вот камеру вон туда можно показать. На чем она должна базироваться, если не на этом белом кунтуше, на каком-то жупане, на какой-то нашей шапке, нашем поясе красном? Нет, не надо на нем. Почему? А давайте на форме бойцов Красной Армии защиты Брестской крепости. Да, пожалуйста, поставьте их. Кто ж против? Это герои, значит, и их рядом. Ну, а почему не... Нам 1000 лет? Нет, я должен все равно укладываться, как будто опять этот заговорческий голос. Уважаемый, имейте в виду. Хорошо, сейчас не с 18-го, мы уже с 41-го, в общем-то. Уже поменялась, да, идеологема, уже не с 18-го года. Так, это революция, это не нужно. А так нам. могли и с Буденовкой, да? Да, да. А уже давайте все-таки мы будем думать с Брестской крепостью. Калі вы кажаце, што у гэтых вот сімвалах старадаўніх усіх зашыфраваны, закладзены сапраўдны код беларусаў, і нейкая нават можа быць намаляваная нейкая нацыянальная наша ідэя. Ну, глядзіце, маем дзяржаву сваю незалежную, маем вот гэтай дзяржавай прыдуманыя, намаляваныя там кімі там нейкімі там, не ведаю, уже не памятаю кім, гэтыя сімвалы. Можа, яны там вот гэтай вот сваёй дзяржавы, якую яны будавалі, там таксама нейкі код умалявалі і нейкую нацыянальную ідэю там недзе там фарбамі там ці рысамі прапісалі. Вот вы назираете? Они кто, вы имеете? Ну, вот те, кто придумал червоно-зеленый гэты сцяг, да, вот да. сучасны, с гэтым вот гербом, с так больше напоминальный вянок. Ну, конечно, у нас геральдика и символика – это язык символов. Конечно, когда человек створяет некую композицию по заказу сверху, и поверьте мне, я работал 20 лет в этой системе, и мне вчера на прошлой нашей передаче штучность нашей символики просто поразила и обидела. Несколько романтиков от души нарисовали этот флаг. А уж как создавались в тоталитарной системе флаги, красно-зеленые и прочее, уж мне точно известно. Звонок сверху и к утру, чтобы было. Ну, или я так утрирую, да? И уж точно штучно створались. Это потому, что и не смейте сорвать этот процесс. Уже в Украине сделано. Вы что, ребята? Поэтому, исходя из этого, мысль сгубил, что... Ці зашифрованы Конечно. Пролетарские художники, которые подчиняются большевикам, иллюстрируют свою идею. И далеко ходить не надо. Что иллюстрировал первый герб РСФСР? Мировой пожар. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мы уничтожим все чуждые нам классы. Мы зальем красной нашей кровью этого мирового пожара все, кто не с нами. И построим царство рабочих и крестьян. Территориальная экспансия под какими-то красивыми лозунгами. У немцев был другой символ – всеобщее счастье, свастика. Мы через геноцид расово чуждых народов достигнем тоже процветания мировым рейхом своим и тому подобное. Потом, кстати, уже справедливости ради, да, в понятие планета, которое сейчас у нас уже вкладывался мировое сотрудничество, мировая республика Советов, мировой мирный труд, вот как-то так уже. А в начале все это, ребята, авангард Красной Армии спешит на помощь пролетариям Германии и Англии, и чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. А вот у існуючым зараз у Беларусі, у Республицы Беларусь, гербе и вот стяги, ну, конечно, уже под каждый набор символов уже подкладываются особые трактовки. И под этот герб, да, это мирный труд белорусов, это наше место на планете Земля. Мы нашли свой кусочек суши, и мы его ревностно оберегаем. И солнце встает над этой планетой. Мы мирные люди и так далее, и так далее. Конечно, туда заложены уже трактовки не революционной экспансии мирового пожара, а нашей мирной белорусской жизни. Але наколькі гэта адпавядае гістарычнаму коду беларусаў? Наколькі гэта адпавядае гістарычнаму коду беларусаў? Я так думаю, што беларусы как раз по гістарычнаму коду тутэйшыя.
тутейшие, мы местные, нам бы здесь разобраться, нам бы здесь хорошо, не надо нам планетарное всякое, не как-нибудь мы... Это советское вот это понятие, что там у них, что там на Гренаде и тому подобное. А наши белорусы все, вот правильно я слушал передачу, Пинчуки, Минчуки и так далее, что у меня здесь, чтобы у меня было хорошо, тепленько, и никто, враг сюда не пришел. Поэтому с планетарной значимостью герб, и какую такую великую планетарную миссию мы ввязали с вами. Пока что мы придерживаемся такого государственного строя и всех остальных наших идеологий, что с нами как на нас озираются, уж точно не с большими руками к нам бегут навстречу. Поэтому я как раз герб, который белорусский герб, про нас. Для нас вот пока. А соседи пускай примут решение, какие мы, и строят с нами, и мы с ними будем строить добрососедские отношения. Не надо планету. Опять же, целая часть суши нарисована. Какая? Россия. Российская Евразия, континент, да, и тому подобное. Ну к чему вот это? Что мы часть чего-то, что мы опять, вы чьих будете? Мы тех вот будем. Ну зачем? Добра, ну вот дасягнулі мэту тыя людзі, якія зараз хочуць пераменаў. Рэжым змяніўся. Вот пачалі будаваць новую Беларусь. Ваша прапанова, як геральдіста са стажам, якія будуць у гэтай новай Беларусі герб і сцяг? Однозначно должна быть комиссия. И я скажу вещи, за которыми меня тут сейчас заклеймят позором. Я считаю, что вот мы вернемся к началу. Национальная идея, национальная символика, общенациональная идея, общенациональная символика. Дать место всем ментальностям нашей единой нации, единого народа, право высказаться и в дискуссионном порядке с учетом скрупулезным ваши карты на стол, ваши козыри, давайте вычленить самое важное, самое наше необходимое, сделать это государственным, всем остальным учесть их интересы, разрешить им ведомственную, общественных объединений символику, пожалуйста, вас никто не ущемляет, ходите с этим флагом на каждое наше мероприятие, ходите, баллотируйтесь в наш парламент, отстаивайте свои символы смело, никто за вами гоняться, отбирать их не будет. То есть учесть так, чтобы стала государственной геральдикой та, которая объединяет большинство и имеет самые веские, хотя бы исторические, хотя бы по причине первости своей. Вот, когда она сначала была, уже потом были другие. Всех остальных учесть заботливо, погладить, сказать, носите на здоровье свои символы. Атрымліваецца, вы не ответил на вопрос. Не, ну я чакаў, вы скажете, вот погоня, вот белый, на сегодняшний, а вы кажете, не, вот сядем, обмеркуем. Обмеркуем. Почему? А я вам так скажу. Я очень долго работал в этой системе. Хочу сказать, что я сам по натуре центрист. Я не люблю ни Беларусь для белорусов и не люблю «мы здесь Россия», на секундочку. Поэтому я всегда хочу, чтобы у всех была более-менее возможность как-то себя идентифицировать. Но победят те, кто имеет большее право и духовно-душевное, количественное такое объемное право. На сегодняшний день, оглядываясь на вот этот культурно-графический тысячелетний код и на то, что белорусы помнят символику Великого княжества Литовского в бело-красно-белых расцветках, в Российской империи поддерживалась бело-красно-белая расцветка земель, вошедших из Великого княжества Литовского, и первым в сучасных территориях образовалась здесь Белорусская Народная Республика бело-красно-белым флагом. Есть куча борцов за эту территорию, за эту республику под бело-красно-белым флагом. Я считаю, что, скорее всего, мы склонимся к тому, что это будет бело-красно-белый флаг и герб погоня. Но есть и другие нюансы, которые тоже надо будет всегда учитывать. Таким чином, на заканчэнне. Геральдычная белорусская национальная идея от Виктора Ляхара. Геральдичная белорусская национальная идея от Виктора Ляхара. Это символ, который нас всех объединяет. Серебряный всадник, мужественный человек, который стоит на страже своей земли, никуда не лезет, по-русски говоря, не суется со своим мечом, никого не рубает, пока к нам кто-то не придется своим, обороняет мирных граждан, и все живут в спокойной, тихой республике, мирной, и всех соседей любим, со всеми дружим. И наш бело-красно-белый флаг – символ жизни, белый цвета, совести, добросумленности, наше гостеприимство, символ тех слез, которые мы пролили. Ну, а кровь – это жизнь наша, кровь сынов и дочков, которые положили свои жизни, поливает дерево свободы, как принято, да, говорить в Америке, кровью патриотов. Мне, кстати, понравилась эта картина. Представьте, там 25 соковика, парад в честь провозглашения независимости. И вот эти солдаты вот в белом,
Это парад из войск, которые идут в белом. Белая стена, белых солдат. И вокруг еще, чтобы на соковика еще, чтобы снега навалило. И было бы очень красиво. Белое среди белых. Красиво. Да, это красиво, правда. З червоними рушниками там ці яшчэ з чым-небудзь. Дзякуй вялікім. Ну што ж, як кажуць, толькі ў сэрцы трывожным пачую. Добра, вось і ўся нацыянальная ідэя ад геральдыста. Памятайце сваю геральдычную гісторыю. Дзякуй вялікі. Такі вось кубачак падарунак ад праграмы Ідэя Х, Еўрарадыё і крамы Сымбаль Бай, крамы с нацыянальным каларытам. Дякую вам. Віктор Ляхар, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.